Красный Феррари. Özümden диагнозымды билбей, билемде башымды да орутпай. 11 человек на сцене, они все работают как профессиональные актеры и актрисы. Там же еще такой интересный посыл. Здесь отчасти про людей с инвалидностью. Главное ничего не бояться, и все будет хорошо. А мы в заперти были, наверное, с рождения ребенка. Не называйте нас глухонемыми. У нас есть голос. Мы можем говорить. Ну, чтобы все увидели, что существуют люди с инвалидностью. Все как-то не видят, есть такие люди или нет. И этот спектакль, думаю, чтобы все увидели. Жестовый язык прекрасный. Да, мы не слышим ушами, но мы слышим сердцем. Именно в этом проекте некоторые девочки прям раскрылись. Говорят, я же мечтала играть на сцене, вот вы помогли, да, вообще? Это очень страшно, если ты и не видишь, и не слышишь. Мы попробовали почувствовать себя на месте друг друга. Чтобы каждый театр был инклюзивным, каждый музей стал инклюзивным, каждая библиотека, каждый город. И на широкую аудиторию было бы здорово. Это, я думаю, это не разовый, а долгосрочный проект. Ну, новое было, как с другими людьми с инвалидностью вместе работать. Вот это для нас новое, потому что у нас глухие, у нас свое такое сообщество, мы сами друг с другом, друг друга знаем. А здесь люди, которые не видят, люди, которые на коляске, ну и другие разные, да, формы инвалидности. Это было интересно, как нам вместе сотрудничать. Периодически ПРОН приглашает на разные проекты, вот, и согласилась на этот проект. Когда я узнала, что это будет инклюзивный спектакль, я такая, интересно. А я люблю и экспериментировать, и быть участником чего-то нового. Насколько я знаю, такой опыт у нас в Кыргызстане одним из первых, если не первый, инклюзивный спектакль. Это не спектакль, а какой-то цирк уродов. Я согласилась на этот проект. Мне написали в электронную почту. Здравствуйте, Нишана. ПРОН инициирует инклюзивный спектакль. Хотели бы поучаствовать. Мне вкратце рассказали, о чем этот будет спектакль. Я такая подумала, это будет, наверное, нелегко, но из этого можно что-то интересное и для себя. И там же еще такой интересный посыл. Здесь отчасти про людей с инвалидностью, что у них, может быть, и есть инвалидность, но есть такие же со всеми равные права, им необходим равный доступ, они могут быть разносторонними. Кстати, мой основной посыл – то, что даже если у человека есть инвалидность, он может быть разносторонним. Закончился. Папа не закаталась. Молодец. Пап, никто, брошки. Мне очень понравилось, что я со всеми познакомилась так близко. Главное ничего не бояться, и все будет хорошо. Попросили поменяться с папой, чтобы он поменялся со мной, потому что я к столу уже должна там идти делать эти, как сердечки делать, на них навешивать, как типа подарки, дарить счастье им. Люди с инвалидностью становятся взрослыми, они, как правило, заключены в своих домах, да, у них очень мало проектов, где они могут поучаствовать. И вот этот шанс социализации, он, конечно, прям буквально привел меня в восторг. Папа играет большую роль в нашей жизни, а на сцене в этом спектакле просили самих себя играть. И мы вот приняли такое решение с семьей, что пусть это будет папа. Думаете, ваши мамы хотели бы, ваши родители хотели бы, чтобы у них так было? Как было? Другого. Для меня
Как большая трудность, то, что мы очень большое время были в заперти. Вот, допустим, в коронавирус в заперти они где-то вот, соответственно, 2-3 года там в заперти были люди. А мы в заперти были, наверное, с рождения ребенка. Но мы очень долго шли к тому, чтобы больше проводить время с семьей. То есть мы как бы долгий путь прошли для этого. Ну, не буду сейчас его рассказывать, но у нас была эта идея, чтобы мы максимально время могли проводить вместе. Сложные роды, то, что благодаря акушеру, который не захотел вытаскивать ребенка, ребенок в тазобедренном суставе 10 часов пролежал. После 10 часов только кисерили и вытаскивали. Их даже супругу уже в полиэтилен завернули, руки связали, ноги связали, ждали, пока умрет. Как бы с этим пришлось жить. Мы собрались, чтобы подарить нашим 7 девочкам сертификаты для того, чтобы их порадовать. Сертификат вручается. Джанел Калыбаевой. Поздравляю. Ребенка мы не запирали. Допустим, работал охранником тоже, как говорится, подружка супруги. Она там торговала книгами. И в этой полочке она лежала. Пока я по этажам там лежу, что час там, час тут. И приходил, покормил, памперс поменял, обратно. Во всем этом она везде с нами на наших работах. То есть куда бы мы ни шли, мы берем с собой Алию, и у нее такой уже какой-то опыт накопился. Сейчас она тоже помогает как ассистент, да, в моей работе, в нашей работе. И вот это, скажем, желание находиться среди людей мы ей прививали, она себя комфортно достаточно чувствует. И, конечно, она очень рада каждому такому проекту, где она может побыть среди людей. Надо вставать и делать. Мы, допустим, было время, то, что за Алию повторяли, допустим, 4 упражнения по 18 часов. Чтобы у нее что-то там в мозгу щелкнуло. Пожалуйста, щелкнуло, ходит, бегает, разговаривает, рот не закрывается. Еще меня по спиняке бьет. Нет, про это я не буду говорить. И про то, как ходила, прятав руки под рукавами, тоже не буду говорить. Хочу рассказать. Познакомились с девочками, такие разные, там столько самоиронии, столько черного юмора, и все к этому смеются, там такие талантливые девочки. Например, буквально вчера был момент, там что-то такой, режиссеры все равно в меру своей профессии строгие же. И одна девочка незрячая говорит: хорошо, что я этого не вижу. Мы еще ничего не приготовили, а нам уже предлагают гастроли! Бывали интересно такие моменты, незрячие люди подходили: Нишана, можно тебя потрогать? Там, а в чем заключается твоя инвалидность? Ты вроде бегаешь, прыгаешь, скакаешь, а где ты видишь, слышишь, тэпче? Они подходили, трогали руки, ноги, вот так мы друг друга узнавали. Бывали, я у них просила разрешения трость поддержать, оказывается, даже с этой тростью есть своя техника, как правильно ходить, они этому друг другу учили. Именно в этом проекте некоторые девочки прям раскрылись, говорят: я же мечтала играть на сцене, вот вы помогли, да? Сейчас же планируется закрытый показ, там же есть целевая аудитория, но я, так как непосредственно участвую, вижу, как девочки играют, как это вовлеченно, да, мне кажется, он сможет быть долгосрочным, если его правильно преподнести, и на широкую аудиторию было бы здорово. Это, я думаю, это не разовый, а долгосрочный проект.
очень разносторонний человек. Там могу попробовать, тут могу попробовать, там, если что-то новое предложат, я и туда пойду попробую, да, то есть вот этого страха я могу там поплакать, поныть, но не сдаваться ни в коем случае. Я просто не побоялась использовать свою мобильность и раскрываться. Мне в этом очень сильно помогла мама. Она просто мне говорила: ты можешь, просто даже если получается, просто делай. Привет. У меня была вот эта цель открыть помещение, заведение небольшое общепита. Закрутилась, завертелась, друзья помогли, кто-то линолеум купил, кто-то холодильник подарил, кто-то еще что-то отремонтировали. Это была зима, холод, орозо еще, голодные, холодные, чистят, белят, красят, да, это было... Вот этот процесс я не забуду, да, начинали с малых, там 5 порций, 6 порций. И вот так пошло. Потом год. Этот буфет до сих пор работает, кстати, каждый раз, да, мой, каждый раз усовершенствуемся мы над ним. И также параллельно открыла еще заведение. Дасяр. Это как постоянным посетителям подарок от заведения. Еще. Когда придут, допустим, люди, кто использует язык жестов, то есть это как бы хоть какая-то помощь для людей, да, то что это инклюзивное заведение, могут зайти, какая-то часть доступа, что ли. Кстати, как только мы его повесили, на следующий день мои сотрудники сказали, что приходили такие люди, как совпало, да, и официантка могла поговорить с ними с помощью вот этих букв. Я работаю в японском кафе техничкой и плюс еще бариста. Я работаю там уже 10 лет. Поэтому, да, поэтому мы там на жестах, и они выучили, да? И они выучили. Они бывают, что спрашивают, а как будет вот этот жест, как будет этот жест? И я жесты им показываю, и они учат. Первый был хозяин, он начал учить жесты, и потом со временем уже все работники, они тоже начали жесты учить. Вот кто сушист, он давно уже знает жесты. Ну не все, ну так. Рассказать, уже азбуку знает хорошо прям. Проблема даже в коммуникациях у них в семье. Они не могут поговорить лично с родителями. Не могут поговорить кто-то со своими детьми открыто. Да? Также проблемы идут в том, что они не могут поговорить ни с врачом, ни с милицией, ни с юристом, ни кем, да? То есть без посредников. Особенно у нас был такой вопрос, когда девочки хотели бы поговорить с психологом, например, да? Обратиться, но хочется свои проблемы рассказать лично психологу, а они этого сделать не могут, потому что можно только через переводчика. Переводчиков, может быть, все равно стеснение идет, да. И то есть таких проблем очень много. Конечно, им хочется, чтобы было больше людей. И даже когда кто-то просто проявляет участие и там привет, как дела, еще что-то, это вызывает у них очень много эмоций. Почему же родителям так важно, чтобы их дети не отличались от других? Почему им так важно это? Чтобы... Все очень приятные, милые девочки, хорошие. Сначала было не понимали друг друга, но они стараются объяснить, пытаются на жестах что-то говорить, пантомимой иногда. Ты стой, ты голову опусти. Друг друга помогаем, да, пытаемся. Лучше держать во внимании ее. А как я буду так говорить? Да, чуть-чуть подворовывать. Как будет подворовывать? Воровать. Чуть-чуть воровать.
Чуть-чуть, как в театре говорят. Да, я же рассказала, что все плакали. Все плакали, и это было очень грустно сначала, все эти истории, ну да, проживать еще каждый день. Ну, чтобы все увидели, что существуют люди с инвалидностью. Да, что они существуют, потому что все как-то не видят, есть такие люди или нет. И этот спектакль, думаю, чтобы все увидели. Я не слышу. У меня красная кофта, черные волосы длинные, золотые украшения и черная юбка. Я стройняшка. Ну, хотелось бы, мне как переводчику хотелось бы, да, чтобы больше людей изучали жесты. Я думаю, что это очень полезный язык, даже в том плане, что не всегда у нас есть возможность друг другу что-то сказать в аэропорту через стекло, либо через дорогу. И жесты в этом отношении очень удобны в быту, как язык тоже. Вот, поэтому, если хоть мы будем потихонечку учить хоть какие-то жесты, мы поможем не только людям с инвалидностью по слуху, но и облегчим себе жизнь. Когда мы были на сцене и закрыли глаза и уши и поняли, как это страшно, когда ты и не видишь. И те, кто не видел, у них был такой вопрос. Они говорят, да, это очень страшно, если ты и не видишь, и не слышишь. Мы попробовали почувствовать себя на месте друг друга. Причем тут 72 миллиона? А 300 ашуун жаңсоо тили. А силер бири-бириңер менен кантип сүйлөшөсүңөр? Третья группа нормальные. Понимают все. Как будто мы друг друга давно знаем. Они не знают жестового языка, но запросто общаются. С такими легко. Это история не про инвалидность, не про людей с инвалидностью. Это история про людей с их миром, с их радостями, с их горестями. Это история людей, которые живут с нами рядом, в соседнем доме. Для меня было очень важно показать людей такими, какие они есть, без приукрашательств, без ненужного антуража, который очень часто любят выстраивать вокруг людей с инвалидностью. Шуджай Гуль еще выучить Шиллера. Хоккей? Да? Хоккей? Чтобы, если что, у нас этот кубик-рубик был какой-то сборно-разборный, и мы смогли подстраховаться. Наверное, самое сложное, с чем пришлось столкнуться впервые, это то, что у нас на площадке работали, вообще в команде работали около 15 человек, разговаривающие на как минимум 6 разных языках и требующие абсолютно разные коммуникации. Мы старались найти общий язык с каждым и старались выстроить коммуникацию друг с другом. Ты вот сейчас только туда-сюда ходишь, а надо прямо вот отсюда. Вот так. Можешь вот так ходить. Вот так. 11 человек на сцене, они все работают как профессиональные актеры и актрисы. Они ни во время репетиции, ни на спектакле не получали никаких, я не знаю, скидок или бонусов. Все работали абсолютно на равных. Спасибо, молодцы! Молодцы! Были во второй части. В следующий раз, пожалуйста, с самого начала. Будьте молодцы. Зажгите, засветите, выдайте это все. Хорошо? Пожалуйста. У меня к вам одно пожелание. Будьте живыми, будьте такие, какие вы есть в жизни. В жизни вы такие классные. Я вспоминаю про свою маму.
Этому всему меня учила она с детства. Она мне говорила: кызым, у тебя получится все. У тебя должен быть ребенок. Моему сыну сейчас 12 лет, он сидит среди вас. Когда я была беременная, я втайне мечтала о том, что у меня родится глухой ребенок. И тогда мы могли бы общаться с ним на жестовом языке. Но я заговорила. И мама выполнила свое обещание. Купила мне эту куклу. Что счастье вдруг осталось в стороне, а душа в огне потерь сгорит. Нам предлагали, как и всем другим. Но как не страшно было нам тогда, готовы были простить любви, лелеять. Свекровь в моем присутствии так и говорит ему: зачем тебе инвалид? Я однажды сказала ей. Было очень эмоционально, очень сложно было сдерживать слезы. Если бы не макияж, я бы не сдерживала. Было просто потрясающе, атмосферно. Учили жестом, я думаю, да. Потом вот так и вот так. История с тростью, потому что часто в городе, когда гуляешь, очень видишь таких людей. И иногда краем глаза замечаешь, что человеку сложно в городе адаптироваться. Потому что сам думаешь, что бы я делал на таком месте. Мне одновременно хочется выразить и свое восхищение, и свое какое-то желание добра и поддержки. Надо довести до каждого нашего гражданина, до каждого дома, до каждой семьи. Потому что в семьях у нас некоторые, как вы сегодня показывали, да, непонимание со стороны родителей. Вот до таких людей мы должны достучаться. А это надо что? Надо на широкую массу выйти вот с этим спектаклем. Радость и то, что это случилось, то, что это прошло хорошо, то, что мы смогли рассказать и донести свою собственную историю на такую аудиторию теплую. И такое, наверное, спокойствие сейчас уже в душе. Как предположение было, что спектакль будет сложен, но спектакль прошел на ура, потому что кто свои эмоции, чувства не показывали, на спектакле они показали. Нормально, но немножко. Эльвира расплакалась, разрыдалась, когда песня началась, она вообще расплакалась. И был такой, как вышли, как будто классно получилось, и людей много пришло, это вообще было классно. И спасибо вам, что вы тоже пришли. Волновалась очень, думала, как мы все выступим, очень переживала. Сейчас уже очень рада, что все получилось. Я наслаждалась игрой, сценой. В целом, думаю, было здорово. Она особенный человек, но в душе она, как мы все. Я очень ею горжусь. Мне очень понравился этот спектакль. Я многое теперь узнал про нее. Я думала, я все про нее знаю, но еще больше начал знать. Много впечатлений появилось. Я понял, что есть люди тоже особенные, как и моя мама. Я был рад, что позвали ее на такое мероприятие, чтобы она показала свои чувства и рассказала о себе. И я понял, что она одна из тех, кто ей не страшно рассказать о себе, о своем репертуаре, когда она говорила, что ее называли уродами или другое. Я с пониманием относился к этому и другое. Впечатлений много. На самом спектакле это, конечно, волнение сильное, как бы не забыть слово, как бы вовремя реплику сказать. А после спектакля, я же говорю, как будто с плеч такой груз упал, как хорошо, мы все сделали, все получилось. Ну а сейчас это уже спокойно, это уже эмоции, это уже, возможно, мысли о будущем, какие-то мечты. А вдруг получится еще раз принять участие в чем-то. Коллеги
приготовили для меня несколько слов, чтобы сказать вам сегодня, но я их оставила, потому что я хочу сказать от себя. Я почувствовала, что сегодня мы все оказались на этой сцене. И почему? Потому что вы пригласили нас в свою жизнь, в свои истории. Сегодня вместе с вами я прожила ваш опыт. Хотела бы, конечно, еще раз поблагодарить и пожелать всем успехов во всех ваших планах, начинаниях, проектах, инициативах, во всем, что вы делаете каждый день. Большое спасибо. Спасибо, Рахат, спасибо, Айнагуль, все коллеги из нашей команды, которые работали вместе.